Прежде всего я хочу представиться. Меня зовут Давлет Шнайдина. Я театральный критик. Живу и работаю в городе Уфа, Республика Башкортостан. И сегодня мне поручено провести беседу, которая посвящена искусству театра кукол. Ну, судя по немногочисленности нашей аудитории, искусство театра кукол не столь сильно волнует пишущую братью, как драматическое искусство, а между тем совершенно напрасно, потому что искусство театра кукол, искусство кукольника одно из древнейших видов театрального искусства и, возможно, самое древнее. В разных странах, в разных уголках мира, вернее, будет сказать, возникали свои традиции, виды и типы представлений театральных, кукольных театральных представлений. Позволю себе напомнить вам, что искусство театра кукол, начатки искусства театра кукол можно обнаружить еще в Древнем Египте. Это были такие мистериальные действия, посвященные богу Осирису. Эпоха эллинизма в Древней Греции тоже интересовалась театром кукол, активно Древний Рим. Ну и надо полагать, что в эти европейские страны искусство театра кукол попало вместе с бродячими труппами из Древней Индии и Древнего Китая, что, в принципе, очень логично. И сегодня мы на спектакле казахского театра, как мне показалось, наблюдали влияние восточного театра вновь с появлением этих замечательных драконов, которые возникали в спектакле, символизируя собой злые силы, потусторонний мир, что, в общем-то, всегда используется в сюжетах театра кукол, поскольку он всегда метафоричен, этот сюжет. И если позволите, я сяду, еще несколько слов скажу вам. Значит, здесь присутствуют замечательные коллеги, которые будут подробно, как мне кажется, рассказывать о себе. Я буду только чуть-чуть представляя их речь. А хотела бы вам сказать, что в театре кукол сегодня существуют те же проблемы, какие существуют в драматических театрах. В частности, на мой взгляд, поскольку я достаточно давно занимаюсь этим искусством, как все провинциальные критики, живущие не в Петербурге и не в Москве, мы интересуемся всеми видами театрального творчества. Я, соответственно, тоже уже занимаюсь этим лет 20, если не больше. И наблюдая за взлетом этого вида искусства в 70-е годы, в конце второй половины 70-х годов, 70-е годы, некое угасание этого искусства в 90-е, такое, знаете, немножко анабиозное состояние в нулевые годы. Отмечаю для себя, что уже в 10-х годах 21-го столетия все-таки какое-то движение в сторону поиска новой стилистики возникает в этом виде искусства. Театр перестает быть исключительно ширмовым, артист стремится выйти на первый план. Иногда он вводит куклу открыто, мы видим артиста. Значит, очень часто теперь уже, если раньше все-таки еще артисты закрывали лица, надевали перчатки, скрывая свои руки, поскольку все-таки человеческое тело, структура кожи, она не вписывается в тот самый материальный мир театра кукол. Значит, существует как нечто чужеродное, все-таки какие-то законы соблюдались, но теперь и этого не соблюдается, хорошо это или плохо, можно долго рассуждать. Речь сейчас не об этом, я говорю о тех изменениях, которые происходят. Помимо этого, артист театра кукол стремится показать себя в поле драматического театра, или, как принято говорить, в таком
профессиональном сленге в живом плане. Значит, что тоже не всегда бывает удачно. Бывает очень удачно, бывает не очень удачно. С этим тоже надо что-то делать, это проблема. Либо воспитывать синтетического артиста, который и воспитывается как кукловод и как драматический артист, либо искать какие-то другие варианты. Еще одна проблема, которая существует, на мой взгляд, в этом виде жанра, в этом виде театра, вернее, даже не проблема, а на пути поиска стилистических каких-то новинок, попытка обогатить искусство театра кукол, это использование кукол разных систем в одном и том же спектакле, что, конечно, бывает очень интересно. В данном случае мы посмотрели с вами театр Алонха, который тоже представил спектакль на основе искусства театра кукол. Там использовались куклы разных систем. Сегодня мы видели теневой театр в казахском спектакле, использован очень активно. И многие другие поиски происходят в этом направлении. И хочу еще отметить, чтобы моя речь не была слишком длинной, я вот так вот коротко обозначила вам это как проблему или как предмет для размышления, скорее всего, да. И вторая проблема – это, конечно же, драматургия. Даже нам, спасибо огромное, нам дали очень интересный материал о вашем театре, где также есть репертуар 2016 года. Я насчитала 16, возможно 18, поскольку там репка, еще что-то, это все в одну строку, да, я не поняла, то ли это один спектакль с несколькими сюжетами, то ли это разные, ну, скажем так, 16-18 спектаклей, из них, ориентируясь на фамилию авторов пьесы, я считала 6 пьес по национальной драматургии, 6 спектаклей по национальной драматургии, а это говорит о том, что существует все-таки проблема, да. Значит, если она существует для драматических театров достаточно остро, ставит эту проблему, то в данном случае она стоит еще острее, потому что написать, возбудить авторов, драматургов, написать что-то для театра детского достаточно сложно. Ну, во-первых, потому что многие, все уже забыли свое детство. Во-вторых, потому что, как мне кажется, драматурги не удосуживаются поискать что-нибудь по поводу жанра сказки, а детские представления, как правило, имеют под собой такую сказочную основу. Поэтому вот это достаточно сложная проблема. Я думаю, что и Чувашский театр, и татарский театр, как и башкирский театр, который я хорошо знаю, испытывают большую потребность в появлении пьес на материале национальном. Как мне кажется, вот это две такие серьезные темы, о которых стоит рассуждать и размышлять, когда мы говорим о том, в каком направлении движется театр кукол вообще, ну и чтобы это не превратилось в исключительно мою речь, я хочу передать слово представителям театров и хотела бы начать с хозяев, с казанцев, так сказать. Да. Здесь у нас присутствует главный режиссер татарского государственного театра Атия, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Зинуров Ильдус Васильевич. Добрый день, дорогие друзья. Я начну то, что вы сказали, немножко предыстории о развитии искусства театра кукол. Королев в своей книге об искусстве театра кукол как-то написал: искусство древнейшее, не совсем молодое. Что он имел в виду? То направление, которое оно было, будем говорить, до революции, это искусство театра кукол, естественно, оно было площадным искусством. Выступали
на разных площадках, в основном это петрушки, как говорится, высмеивали этих нерадивых богачей и других. Вот такой характер носил этот театр. Но тогда уже, вы знаете, русский театр существовал, у него свои законы, свои были очень интересные постановки. И поэтому Королев, хотя вы назвали, оно очень издалека развивается, но в России искусство, оно абсолютно молодое. И до сих пор, мне кажется, театр кукол ищет себя, ищет место в этом театральном пространстве. До сих пор это происходит. Происходит во многих театрах. Ищем новые драматургии, ищем новые средства выражения. В этом плане художник театра кукол играет очень важное значение, важную роль, потому что художник театра кукол не только решает образы, решает общую обстановку. Где-то, если успех спектакля, 50%, мне кажется, зависит от художника. Нашему театру очень повезло, много лет мы работали, вот уважаемая Ольга Санна и наши художники Александр и Анатолий Губские, заслуженные художники России, заслуженные деятели искусства в Татарстане, не просто ради красоты слов, я говорю, действительно, они много лет творили, много лет занимались этим видом искусства. Я считаю, это были очень такие плодотворные время работы нашего театра. Мы сейчас получили новое здание, больше возможностей для развития, для работы. Но мы пока, так как ушли на пенсию наш художник, мы пока, я хочу сказать, не нашли таких людей, художников, с которым мы могли бы в тандеме работать, творить. Потому что мы привыкли, садится драматург, садится режиссер, садится художник, композитор. Мы вместе вот творили. Это были, будем говорить, где-то золотые времена. И мы вчера только сидели, директором об этом говорили, Анатолий говорил, да, нам надо искать таких художников, вот, и уже достойно этого времени, потому что, как бы там ни было, уже то время Губских, наверное, уже так ушло, сейчас новое поколение пришло. Вот перед такой дилеммой наш театр, как говорится, стоит. Но уже мы не молодые, наверное, молодые придут, когда у Образцова спросили, почему же вы не подготовили никого, после вас кто-то должен быть, кто-то ведь должен вести ваш театр. Он сказал, боже мой, вот я был мой театр, меня не будет, придет другой человек, будет другой театр. Наверное, это время тоже придет. Это везде так происходит. Ушел Товстоногов, долгое время искали человека, который мог бы возглавить этот театр. В мое время обучения в этом институте мы туда ходили, смотрели, этот золотой век был. Театр сейчас носит имя, тогда был театр имени Горького. То же самое искусство театра кукол. Если касается проблемы, конечно, такие же проблемы, как на драматическом театре, проблема драматургии, от этого тоже многое зависит. Это требует очень активной работы, прежде всего, режиссеров, художников, когда идет поиск драматургического материала для постановки. Тем более наш театр с одних оснований работает на двух языках. И впервые, как мы пишем в книге «Искусство театра кукол в Татарстане», отец Ниязаров Махмутовича Гламова, впервые куклы начали говорить на татарском языке в 1937 году. Тогда впервые была инсценирована сказка великого татарского поэта Габдутукай «Коза и овса». Оно несколько раз, эта пьеса была поставлена, эта инсценировка. Сейчас он по-новому поставлен Губскими, интересно, пользуется успехом. Вы видели этот спектакль уже по-новому. Мы уже, как мы говорим, уже не ширмовой, уже открытый прием, даже как открытый прием, там уже маски, там синтез искусства происходит. Нельзя назвать, что там только вот открыто управляемые куклы. Он интересно смотреться. Как Туфан Минулин говорил, чтобы не было какая драматургия, она должна смотреться интересно. Когда это будет интересно смотреть, тогда зритель, как говорится, войдет в это самое произведение и получит то, что, для чего мы ставим спектакль. О чем же вот это спектакль? Вот стараемся все эти годы поставить интересный спектакль. Привлекаем очень много драматургов с тех времен. Я посчитал, где-то 20-30 драматургов
мы привлекали к нашему виду искусства. Сначала мы изучаем, будем говорить, если так, настолько интересен эта личность. Обычно это бывают поэты, потому что поэзия близка к искусству театра кукол, такие как Ринат Харис, Зульфат, могу назвать, много других, Рафис Курбан и Ркаи Зайдулла. Вот вы видели «Бюри Жиляги Волшьягоды», это пьеса Ркаи Зайдулла. Не сразу он стал таким драматургом. Сначала он приносил те вещи, которые было как-то не могли мы поставить на нашей сцене. Ну, не очень сложно. Сейчас ставит молодой режиссер, выпускник режиссерского отделения Фарид Равкатовича, Наиля, не Наиля, Исмагилова, Нафиса. Она написала пьесу, эта пьеса, тут я хочу сказать, дифирамбы петь академическому театру. Он каждый год организует, значит, конкурс лучших спектаклей для драматического театра, для театра, будем говорить, не куклы, для детского театра. Вот эта пьеса, она заняла там первое место для пьес для детских театров. Ркаила Зайдулла тоже там она заняла, но он уже принес туда готовую пьесу, которую она с нами, как говорится, он вот доделал. Сейчас ставится очень своеобразная, интересная пьеса «Капли». Как они появляются, капли, как они превращают в снег, как они между собой общаются. Очень интересная, своеобразная тема. Вот, будем говорить, может быть, это новый будет для новый язык, стилистический язык, новый язык нашего искусства. Пока сложно все это идет. Я сейчас работаю очень тоже интересным литератором, поэтом Рузаль Мухаммедшин по неизвестным, малоизвестным произведениям Бату Тукаева написал пьесу о щенке, который не умеет лаять. Там поднимаются очень серьезные вопросы для детей, которые необходимы. Тема, не хочу сказать дружбы, тема предательства, наверное, это будет лучше звучать. Очень интересно соединено, как получится. Пока я хочу сказать художникам, пока мы такого художественного решения еще не находим, ищем, он каждый раз новый предлагает, в этом сложность имеется. Хочу сказать, и Союз писателей делает очень многое. Они объявили конкурс на лучшую детскую пьесу. Я был членом комиссии, 19 пьес мне было предложено, я прочел. И ни на одной, как говорится, пьесе не мог остановиться, ни одна из этих пьес, по моему убеждению, по моему кредо, не могли мы с этим автором продолжить работу над улучшением этой пьесы. Вот не было. Хотя там бюджет уже был, смета уже была, Рафис Курбан, Профессиональный союз. Ну давайте, как же нам же людям, давайте первую, вторую, третью, премии вам заплатим, может быть сделаем так. Я говорю, там же у вас положение написано. Если мы даем первую какую-то премию, там написано, эта пьеса будет поставлена на сцене театра кукол. И что я ему скажу? Понимаете? И вот из 19 пьес ни одна пьеса не была, как говорится, нами утверждена для дальнейшей работы, для постановки. Проблема, наверное, и в ваших театрах. Сегодня мы видели очень интересный, своеобразный спектакль. Наверное, и такие спектакли Казахского театра, уважаемые, мы там гастролировали, наверное, такие спектакли должны быть. Он юбилей вашего театра поставлен. Вот. Мы видели вчера очень интересный спектакль Якутского театра. Мы были поражены, удивлены над именно сценическим решением этого спектакля, как оно было решено, как тонко все это выстроено. Мы как нас обговорили, если бы не было еще натуральных этих самых сзади веник, вообще было бы отлично. Мне кажется, согласились, надо было другое какое-то найти эти формы деревьев, потому что все было настолько условно, и, конечно, вот эти деревья, они там смотрелись инородным, для, мне кажется, декорационным оформлением. Это мое мнение. Но все равно, сейчас у нас появился новый режиссер, выпускник Санкт-Петербургский театр Акалем Фраиль Тагиров. Он ставит 4-ю пьесу. Интересный взгляд. Говорят,
молодежный спектакль, по-молодежному смотрится, новые формы находят. Это тоже в нашем театре имеет место быть. Мы привлекаем и новых режиссеров, мы привлекаем маститых, как говорится, режиссеров. Будет ставить с 1 февраля такой известный театральный режиссер, он сейчас главный режиссер сразу в 2 театрах, это Пензе и в Ульяновске, как? Бирюков Владимир Николаевич. Он согласился, мы давно хотели, чтобы он у нас ночь перед Рождеством. Есть, мы возобновляем постановки спектакля для взрослых, спектакль Ханума, мы в Оренбурге выступили, очень интересно, мы получили 3 диплома. Да, Ильдус Насихович, вы, пожалуйста, всех планов не выдавайте. Вы думаете, это украдут? Конечно. Я хочу сказать, эта проблема, она всегда была, вот драматургии и для драматистов, для всех, но надо работать, не сидеть. Только 2 драматурга, Ринат Харис и Туфан Миннуллин, приносили свои пьесы, как-то они ходили, смотрели. Остальные мы работали, привлекали, работали, они ходили, смотрели. Это очень кропотливый, каждодневный труд и работа нелегкая. Иногда неуспехом работает человек. Я боюсь, когда великие люди приносят свои пьесы, был такой человек, работал, уехал в базу, Крым, написал пьесу, принес про Шумбая, но никак не идет, никак. И он мне сказал, ты, наверное, не хотел поставить, если бы хотел, поставил. Сейчас мы уже не друзья. И такое бывает. Поэтому я боюсь, когда большие люди такие, которые наверху сидят, приносят свою пьесу. Спасибо большое. Вот видите, помимо тех проблем, которые обозначила я, Да. и хотела, чтобы мы сегодня порассуждали о драматургии и собственной стилистике театра кукол, добавилась еще проблема воспитания режиссера, проблема поиска выразительных себя. театра кукол. И тут правильно совершенно было замечено Ильдусом Насиховичем, художник и режиссер – это соавторы, которые создают спектакль. Если все-таки в драматическом театре роль художника вторична, то в театре кукол между режиссером и художником нужно поставить знак равенства. Идея, конечно же, принадлежит режиссеру, но то, какими будут герои, как в кукле будет отражен характер персонажа, во многом зависит прежде всего от художника. И, я хотела бы добавить, что сейчас не везде, наконец-то стали возникать спектакли для взрослых в театре кукол, потому что, по-моему, только в нашей стране искусство театра кукол является искусством для детей. Во всем мире такой градации нет абсолютно. И, наконец-то, стали появляться вечерние, так называемые, спектакли. В частности, сейчас говорил о том, что у них появился спектакль «Ханума». Этот спектакль я видела, он действительно очень интересен. Необычайно интересно работают артисты с куклами в нем. Рождаются совершенно уникальные, на мой взгляд, образы с помощью художника, с помощью искусства артистов, искусства кукловождения. И хотела бы еще добавить, что Татарский государственный театр кукол «Акият» проводит собственный фестиваль, это уже для гостей, говорю, собственный международный фестиваль театра «Шамбай-фест». А сейчас позвольте предоставить слово казахским нашим друзьям. Я очень боюсь ошибиться, поэтому надела другие очки. Государственный театр кукол Алматы, Республика Казахстан. У нас на нашей пресс-конференции представляет директор этого театра Исеналиев Талгат Карбакаевич. Правильно все сказала? Спасибо. Прошу вас. Здравствуйте. Можно на казахском, потому что понятно, я думаю, слова, потому что мы с татарским... Если вдруг нет? Нет, если он переводчик. У нас есть переводчик? Да. Әріптестер, бүгін біз енді фестивальға келуіміздің себебі біріншіден ұйымдастырушыларға алғысымызды айтамыз. Осы фестивальға шақыртып алған Нияз Икламов мырзаға рахметімізді айтамыз.
ол кісі бізде как критик фестивальдарда болып, біздің Қазақстанда спектакльдерді көріп, содан кейін шақыртып алды. Сондықтан біздегі проблема айтылып жатқан, тоже мои коллеги сказали, что художник у нас тоже проблема и режиссеры проблема. Потому что у нас вот в Астане и Алмате есть институты, там только драматические режиссеры, драматические художники готовят, а именно кукол нету. Это у нас проблема сейчас там. А у нас актерский курс и кукольный курс для актеров есть, но именно эти у нас нету. Поэтому это у нас проблема в Казахстане. А вообще в Казахстане 7 театров есть кукольные, это государственные театры все, и частные театры сейчас много. Частные театры очень много. У нас насчет драматургии постоянно конкурс будет, но не все не детские, которые нам нужны, песни нету, получается. Но у нас как-то режиссер жоқтығына, драматургтердің жоқтығына қарамастан найдем, мы песню найдем, как-то мы сделаем спектакль. Мы каждый год 6 спектаклей пускаем, новую постановку, каждый год. Потому что деньги нам дают на эти спектакли, поэтому мы это делаем. Вызываем вот иногда режиссеров и художников, а остальные мы сами там актеры делают некоторые спектакли, которые уже со стажем, они сами как режиссер, они сами делают спектакль. Понятно. Так, ну, я думаю, что мы, наверное, дадим слово Чувашскому театру кукол, а потом уже будем задавать вопросы. Ладно? Значит, коллеги, очень жалко, конечно, что у нас не присутствуют представители театра Аламко, потому что действительно вот здесь упоминалось, они показали нам совершенно потрясающий спектакль. Значит, на мой взгляд, немножко ритмически слишком спешный, возможно, для людей, погруженных в культуру Аламко, этот темп был достаточным, для меня, например, недостаточным, потому что там очень много всего зашифровано, очень много всего нужно было бы осмыслять по ходу спектакля, а темпоритм был такой достаточно беглый. Лично для меня мне не хватило немножко времени, протяженности во времени, чтобы додумать все, что мы увидели, но, на мой взгляд, это действительно было очень интересно. А если, я так понимаю, я вот, Надежда, наверное, в курсе, Надежда Осипова, театралит из Якутска, значит, я так понимаю, что в этом спектакле не задействованы актеры-кукловоды, это драматические актеры будут куклы. Это Драматические актеры. Да. И надо, и в таком случае хочу сделать им комплимент, кукловождение было на очень хорошем, очень хорошем уровне, и остается только порадоваться за театр Аламко, что они так ловко умеют управляться с куклами, замечательный спектакль. А теперь позвольте, поскольку уже здесь говорили об этом театре, я посчитала нужно сказать свое театралическое слово. Значит, а сейчас позвольте передать слово Чувашскому государственному театру кукол. Здесь у нас присутствует Елизавета Агина Абрамова, директор театра кукол, заслуженный работник культуры Республики Чувашия, и художественный руководитель, заслуженный артист Чувашской Республики Филиппов Юрий Михайлович. Спектакль, который привез Чувашский театр, вам предстоит увидеть завтра. Я спектакль видела и хочу вам сказать, что это интересно. Поэтому рекомендую посмотреть завтра. Хорошо. Я, в общем-то, как представлю большей части, потому что, несмотря на то, что мы вот с коллегой рядом сидим, как менеджеры культурной деятельности, вершим все финансовые дела, но интерес и все остальное, что касается вот нашего жанра, конечно,
это творческое руководство. И вот просто как бы вводное такое слово хочу сказать. Мне нравится очень формат фестиваля «Наурус», поскольку он чередует фестивальную часть, чередует с образовательной частью. И вот ровно год назад, когда был форум образовательный на одном из наших занятий, преподаватели из Грузии сказали такую вещь, которая может, с моей точки зрения, показаться спорной, но как менеджеру она, мне кажется, интересной. Они сказали, они были вдвоем, подпитывая друг друга, вот, сказали о том, что чтобы в настоящее время нужно идти навстречу зрителю, не просто, значит, вот как бы самим там что-то решать и предлагать зрителю, а нужно смотреть, что наш, а теперь уже совершенно юный зритель может от нас попросить. И чтобы сохранить жанр, а особенности жанра, такой синтетический, как театр кукол, нужно создавать вокруг театра некую инфраструктуру, которая, ну, сам жанр будет являться частью этого всего общего действия, а вокруг нужно какие-то вот привлекательные штучки, которые завлекают нашего зрителя. Вот это есть как бы такой поход навстречу зрителю. Если строго к этому подойти и поспорить, потому что все-таки мы как-то вдвоем с Юрием Михайловичем, с нашим художественным руководителем уже 20 лет вместе руководим театром Чувашским государственным. Я вот строитель по профессии, по первой своей профессии строитель, только потом я стала менеджером социокультурной деятельности. Мне, конечно, было бы очень удобно создавать эту инфраструктуру, состоящую вот, в первую очередь из этих привлекательных штучек, зовущих к нам нашего юного зрителя. Ну как-то там всякие шоу, флешмобы, я не знаю, там какие-то шоу-программы, а потом уже мы на гора выдаем вот этот вот жанр наш чисто кукольный, а там уже творческое руководство, режиссеры и художники вот в творческих муках выражают вот этот жанр, который у нас сохраняется из древля. И опять же повторяю, как менеджеру это удобно. Мы такую форму нашли. Такую форму, которая и не размывает жанр, и в то же время дает театру некую, ну я не знаю, славу не славу, но известность. Вот здесь вы можете после пресс-конференции ознакомиться, я на столе разложила печатные материалы, далеко не все, которые характеризуют вот эту вторую сторону нашей деятельности нашего театра, потому что она разделилась как бы на две части. Самое главное и основное – это, конечно, то, что преследует и фестиваль целью «Наурус». Это национальное искусство, потому что все равно, и, слава Богу, и российское руководство России, скажем так, правительство наше, оно стремится к тому, чтобы сохранить национальные языки, а через искусство, вы сами понимаете, это сохраняется очень-очень хорошо. И если уж рассматривать театр кукол в основном как исторически сложившийся для детей, мы для детей же даем это. Значит, дети изучают этот язык, традиции и прочее. Конечно, это самое основное. А второй, нащупанный нами, вот такой инфраструктурный момент, сложившийся вполне естественным образом, но подпавший вот под этот закон, который в прошлом году преподаватели нам говорили, это работа с особенными детьми. Начали мы с детей, лежачих на дому, это было интересно, а теперь это превращается в то, что мы, профессионалы, профессиональное искусство, должны что-то дать этим людям, детям. Все говорят, ох, у нас инвалидизация прям так растет. Она не растет, мне кажется, с моей точки зрения, изучая эту вопрос, проблему. Просто они сидели раньше дома, и на них просто не обращали внимания, их не считали. Но это все-таки достаточно приличная масса людей, которые должны быть все-таки охвачены равноправием в нашей стране. И мы должны, как профессионалы, дать им что-то. Не только показать наше искусство, но и научить их чему-то делать через наше искусство. И вот эта работа, ведущаяся целенаправленно, с 2009 года, когда первый проект появился, и по сегодняшний день, и тот материал, который вот здесь представлен, может проиллюстрировать вам, чтобы долго не говорить об этом. Это и есть та часть работы, которую уже не вырвешь ни из сердца, ни из репертуара, ни из общества, которым, в общем-то, нужно заниматься всем. Если, например, мы где-то в каком-то
узком пространстве Приволжского федерального округа или близлежащих областей мы подаем какой-то пример или просто заставляем задуматься и работать целенаправленно, то надо как-то вот распространить этот опыт и дальше. Я думаю, что казахстанские коллеги, которые у нас тоже бывали на фестивале, теперь я надеюсь, что и Государственный театр Алматы, мы познакомимся поближе. Сегодня посмотрели ваше творчество, произвело просто очень, очень сильно приятное впечатление. Мы будем встречаться и далее, чтобы и там это, ну, как бы такая вот половина той нашей деятельности имела место быть. Ну вот, это вы можете посмотреть и пощупать, так сказать. А теперь я хочу предоставить слово Юрию Михайловичу, поговорить о самом интересном, о творчестве национальном. Юрий Михайлович, секундочку только. Уважаемые казанцы, журналисты, для информации вам, значит, Набережно-Челнинский театр кукол в Татарстане занимается тоже такими же проектами, как и Чувашский театр кукол. У них есть несколько спектаклей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Просто вам для информации, потому что, сидя в Казани, не всегда, сидя в центре, не всегда знаешь, что происходит на периферии. Прошу прощения, Юрий Михайлович. Добрый день всем. Ну, действительно, проблема драматургии, она существует, можно сказать. Но точнее, проблема драматургов. Те, которые приносят свои пьесы в театр, они в театре обычно никогда не бывают. Вот я написал, я принес, пожалуйста, поставьте. Особенно это в национальных республиках. Приведу просто небольшой пример. Вот однажды, мне, когда только начал работать в театре, ко мне приходит один драматург, я, говорит, по правилам дорожного движения написал вам пьесу, поставьте, пожалуйста, называется «Светофор и москвич». Ну, пьеса, ну, невозможно поставить. С тех пор прошло ровно 15 лет. Я встречаю этого же драматурга. И он мне говорит: ой, я, говорит, написал для вас пьесу. Я говорю: хорошо, несите. Принес «Светофор и Мерседес». Знаете, времена поменялись, и название поменялось. Вот так работают драматурги, местные, скажем так, да? То есть те люди, которые хотят, вроде бы они хотят, чтобы ставили их пьесы на сцене, они вроде пишут, но что пишут, для чего пишут и что творится на сцене театра кукол, они абсолютно не знают. Но нет нерешаемых проблем. Есть замечательные сказки, замечательные и национальные, и, как бы сказать, европейские. Можно просто взять их ставить, потому что театр кукол может это осилить, и это можно выпустить на сцену. Вот этот год, мы, допустим, мы посвятили замечательному поэту Петру Хузангаю. Он поэт. Он в своей жизни написал всего-то 5 пьес. Не пьес, сказок, стихотворной форме. И мы из них выбрали 4 к его юбилею, столетию. Он родился и вырос в Татарстане, по-моему, Аксубайский район, если не ошибаюсь. Это мой район. Да. Приглашаю. То есть в этом году впервые на сцену выйдут 5 его сказок. То есть замечательные сказки. И эти сказки можно выпустить только на сцене театра кукол, где есть кукла, где есть актер, где есть действие. И на фестиваль мы привезли тоже замечательную сказку Ефимова Никитина «Сарбиге». Очень интересная небольшая история данной пьесы. Он данную пьесу начал писать еще до войны. Когда началась война, он забрал эту пьесу с собой на войну, продолжил там работу. И после войны, только по приезду, доработал эту пьесу и в 1956 году только выпустил книжку. То есть вот такая большая история данной сказки. Ну, это все не буду рассказывать содержание. Я думаю, что завтра придут, посмотрят. И с удовольствием приглашаю всех на спектакль. И завтра встретимся и подробно можно говорить о спектакле. Спасибо. Ну вот как бы я в завершение, мне все это бывает обидно за фестиваль «Наурус», где мы не можем подарить подарки, потому что как-то вот он такой огромный, такой значимый. Вот. А на все фестивали, на которые мы бываем, мы вот нашу куклу, которая любовно сделана в цехах наших, вот, кстати, заведующий постановочной частью цеха, вот здесь в качестве сопутствующей профессии фотографирует нас, да, вот эту куклу с табличкой, с названием международному театральному фестивалю тюркских народов «Наурус» от кукольников Чувашии.
Вот поскольку Дина Готовина вы нас представляете сейчас, пока, да, ну пока, вы представляете, вы передаете это все дело, вот это вот наши замечательные пукане, вот куда-то, наверное, где-то какие-то запасники. А может быть, если и нету у Навруза какой-то такой полки, музея, может быть, это будет началом, потому что мы с большой любовью относимся и к этому фестивалю, и к народу татарскому, просто потому что они наши соседи, и вообще это второй народ в России. Спасибо. Спасибо. И кукла мне, и поцелуй тоже мне, как мне повезло. Коллеги, да, значит, очень важный момент, который я упустила, и о котором надо сказать, что, значит, скажем так, кукольная программа, назовем ее, или, вернее сказать, программа театра кукол возникла на Руси совсем недавно, если мне не изменяет память, в 2009 году, по-моему, да. К сожалению, в этот раз она представлена всего 4 спектаклями. Обычно это бывало 7, 8, более спектаклей. Но это понятно, в силу всяких разных неприятных экономических проблем. Но тем не менее, я думаю, что то, что организаторы фестиваля «Навруз» посчитали нужным включить число участников театра кукол, это тоже о многом говорит, о значимости этого вида искусства, и за что им огромное спасибо. Я надеюсь, от моих коллег по театру кукол и от себя лично, как лица, исключительно заинтересованного, поскольку люблю этот вид творчества. А теперь, пожалуйста, мы не случайно начали с таких достаточно подробных разговоров о наших проблемах, если я все-таки себя причисляю и говорю в том числе о имени театра кукол, для того, чтобы у вас появилась возможность задавать нам какие-то вопросы. Пожалуйста, вопросы. Скажите, пожалуйста, вот в России, может, в Казахстане нет такой, в России все-таки у национальных театров, национальных языках есть проблемы с зрителями. Дети ходят в основном на русском языке спектаклей. А у вас на чувашском языке спектаклей соотношение с русским сколько и как решать проблемы с зрителями? Ну, я знаю этот вопрос, но все-таки пускай у нас художественный руководитель у нас за репертуарную политику отвечает. Знаете, у нас как получается, вы сами прекрасно знаете, наверное, и тут такая же проблема, да, в населенных пунктах там детей, которые владеют языком, детей стало намного меньше, чем раньше. То, что было, да, если раньше в классе было по 30 человек, теперь 6-10 детей. И поэтому мы выпускаем какие-то спектакли. Например, спектакль для того, чтобы выехать в деревню, это отдельный спектакль, более компактный, чтобы могли мы туда приехать и сыграть. А в театре мы поставили еще дополнительный спектакль «Веселый урок чувашского языка», где русскоговорящие дети учат чувашскому, играют и начинают в конце петь на чувашском языке. То есть разные формы. В стационаре, конечно, мы играем намного меньше на чувашском языке, так как очень большие проблемы перевозка детей в наше время. То есть законодательство не позволяет. Вот поэтому нам приходится самим и идти к зрителю в населенные пункты. А так в стационаре театра получается в месяц где-то 2 спектакля всего-то на чувашском языке. Ну, вот такие проблемы. Наверное, в Казани тоже такие проблемы с последними событиями, везде. Когда автобусы, вот детки вот, попадают в аварии, и, в общем-то, ужесточилась вся эта система. Нам, конечно, она не на руку. Раньше гораздо больше показывали спектакли «Елки» у нас были на национальном языке. Сейчас перевести елку на национальном языке – проблема. Это всегда проблема. Наверное, она везде существует. Может быть, в меньшей степени в Татарстане, чем у нас. Вот поэтому мы создаем компактный спектакль, чтобы выезжать в деревню, в населенный пункт. А на селе зритель до такой степени, все знают, насколько он отзывчивый, чем городской, насыщенный всеми, мы уж перенасытили, выполняя планы наши финансовые. А если удается поехать, естественно, там и скидка будет на билеты, существенная скидка на билеты. И там дети настолько дают такой заряд для актера, для творческой группы, такая отдача хорошая, что хочется играть все больше и больше. Конечно, эта работа никогда в жизни не прекратит.
как бы там ни были, какие трудности были, мы сказали, ох, это не дает нам ничего, не будем заниматься. Нет, вот- Будем, мы все-таки государственное учреждение, и мы определенную политику выполняем в этом плане. Вот ни для кого не секрет, то, что, конечно, очень большие расходы, также есть в Чувашской деревне и в Татарстане, и в Башкирии. Поэтому мы ставим спектакль, где занято не более 2 актеров. Потому что гостиницы очень-очень дорогие, а детей там мало. Но опять же я хочу сказать, что вот исходя из того, что я могу оценить спектакль как вот потенциальный зритель, опытный, но все-таки зритель, да, я же не училась ни режиссерскому, ни художественному ремеслу, а как зритель могу сказать, что вот театр кукол, Дина Гатулина вначале оговорилась, что зря, вот, собственно говоря, так мало уделяет внимания, хочется почему-то всем на сцене, нашим заказчикам потенциально видеть большое количество актеров, декораций большие, играют вживую, то мне, жутко полюбившим этот жанр, я хочу сказать, что мне, в принципе, даже не очень интересно, когда мне все словами иллюстрирует то, что должно происходить. Театр кукол заставляет думать. В театре кукол слова заменяются действием. Это действие заставляет думать, в том числе ребенка, который приходит. И когда невозможно, ну, лишний раз невозможно собачку выпустить ни в тюзе, ни в драматическом театре, то собачка может сказать больше слов в кукольном искусстве, чем человек, поднимая какую-то семейную, человеческую, другую проблему. Вот этим, с моей точки зрения, как такого искушенного зрителя, да, вот, не просто человек, который внутри знает, как театр там строится, а просто как зрителя, мне театр интересен. Вот эта синтетика, вот эта, она мне интереснее, чем просто иллюстрация драматическая. Ничего не могу сказать про драматический театр, тоже люблю и хожу, но свой театр обожаю, в том, жанр свой, с точки зрения того, что он просто заставляет думать. А не планируете ли гастроли в Татарстан? У нас же много Ой, как мы хотим в гастроли в Татарстан, ой, как мы хотим гастроли в Татарстан. Ну, это всегда... Тут Заксубайский район, там очень много чувашских деревень. Да, ну, понятное дело, что на Заграем. любые гастроли нужны деньги, просто так не поедешь. Это нужно столько много организационных моментов решить, и неизвестно, насколько захотят его увидеть. Мы несколько раз пытались это сделать, но не окупается, во-первых, и не видишь такого особого интереса, именно когда диаспора. Да, какие-то точечные моменты есть, мы даем заявки даже через Россию, чтобы такие гастроли осуществить. Я думаю, что мы дождемся этого момента. Наверное, кто заявками в Министерство культуры занимается, тот понимает, насколько сейчас обращают на это внимание. Понимает, что язык надо сохранить, нацию надо сохранить. И только вот этот обмен, у нас ведь чувашская диаспора, она 50% за пределами Чувашии. 50% живет за пределами. Поэтому, конечно, есть компактное проживание, в свое время это исторически сложилось, очень густонаселенная Чувашия, и просто 54-й, там, 53-й, 54-й, 55-й года предлагали в Тюменскую область выезжать, в Оренбург выезжали, чтобы вот расселить в другие такие вот места. И действительно, будучи в Абакане, в Хакасии, и мы ехали 3,5 суток в поезде, мы встретили женщину, у которой свекровь чувашка, и она услышала разговор наших актрис, и говорит: вы случайно не чуваши, а вот у меня свекровь, я чувствую, что какой-то знакомый язык, и она нам сказала: я сейчас еду в Хакасию, в Абакан, к себе домой, без девочек, в Новосибирск своих скрипачек. Там есть 2 деревни, а мы бы и не знали. Вот такой информации нет. Есть несколько, там 1-2 ученых, которые эту проблему изучают, и книгу выпустили «Чувашская диаспора», где мы там посмотрим, как-то позвоним, и такого вот прямо, не знаю, ах, давайте приезжайте, и все у вас вам тут будет. Нету, это нужно. А у вас есть деньги, чтобы приехать? А вот у нас мы неизвестно, соберем или не соберем. Мы бы с удовольствием вас приняли, но экономическая ситуация, что она у вас, что у нас, она везде одинаковая. А чтобы ехать туда надо, по крайней мере, не сесть в ложу с точки зрения финансов. Все очень просто, как-то, вот, к сожалению, в этом мире, что вечером деньги, утром стулья, да? Днем деньги, вечером стулья. Вот так. Очень сильно хочется в Татарстану проехаться. И, наверное, то, что вы задали вопрос, я вам благодарна, я этот вопрос подниму. Давайте озвучим. Пресса озвучит ваши пожелания. Да, нужно просто над этим поработать, потому что мы хотим написать на гастроли в Тюменскую область. Мы написали заявку на гастроль, там, допустим, в Сургут, и там еще куда-то. А родной это Татарстан, что ж мы тут? Далеко-то нам ходить-то, если он нас тут ждет. И мы бы с удовольствием поехали. Потому что нам есть что показать.
Владимир Николаевич, а вам понятны эти проблемы в Казахстане, которые вот ваши коллеги говорят? Ну да. С организациями, с гастролями, зрителями? Насчет зрителей у нас проблемы нет. И мы на казахском и на русском языке играем спектакли. У нас Новый год, Наурыз и День детей. Вот мы 1 июня, 2, 3, 4, каждый день 4-5 спектаклей играем. Поэтому на казахском и на русском у нас насчет зрителей проблемы нету. А насчет гастролей, мы по Казахстану едем, а за рубежом пока у нас нету, тоже это финанс, решается все это, поэтому пока мы не ездили. Но на фестивале, мы недавно в Кыргызстане были, в Молдове были, вот это уже третий фестиваль у нас. В этом году. Да. Вот в этот месяц, май, июнь, в Месяц. конце мая, и вот 3 фестиваля мы были уже. Еще пригласить, еще. Да, еще придем. Насчет Поэтому у нас зрителей такого у нас проблемы нет. проблем нет. У нас вот, отыграли спектакль, уже следующие зрители ждут, чтобы еще раз сыграть, надо приходится зарядиться, и 20 минут дается, и мы опять же играем спектакль. Этот спектакль. Да. У нас маленький зал, у нас 2 зала есть, большой и малый зал. Большой зал 250 человек, малый зал 100 человек. Поэтому иногда бывает Спектакль полный зал будет, и очередь стоит, если они 45 или час будет ждать в фойе, и следующий спектакль собираем. Потому что у нас спектакли делятся на 2 зала. У нас маленькие спектакли, которые в дюймовочке, она только вот в таком шкафу играет, компактно очень. И в большом зале его не поставишь, потому что 250 человек не увидит его дюймовочку. А в малом зале у нас пространство не такая уже большая, но там 100 человек поместится. Приходится ждать детям, ждать родителям в кассе, пока Ждут, пока реально. ждут, и мы на следующий уже готовимся. Отыграли следующий. Большая востребованность. Востребованность большая кукольного театра. Дети очень хорошо интересуются кукольным театром. И родители тоже Хорошо, стараются. а спектаклями именно на казахском? На казахском у нас Тоже тоже проблемы. проблемы. На казахском и на русском у нас Да, прям одинаково. 50 на 50. Хорошо идут. А в репертуаре у нас и казахские спектакли, и зарубежные, и мировые. Экзюпери, там маленький принц у нас тоже есть. Только это для более взрослого. И драматические спектакли играем, потому что у нас в Казахстане, когда учат, я, например, актер кукольного театра, я учился и в кукольном жанре, и драматическом. Вот то, о чем я говорила. Да, вы то, что- говорили то, что у нас- да. У нас учат, вот, у нас с 8 до 12, например, идет кукольный урок, с часу до 3 идет актерская, потом уже дальше остальные предметы. У нас до 8. У нас с утра начинаем, до вечера учимся. Дальше еще у нас хореография, там всякие уроки. У нас и в театре сейчас много уроков, актерские тренинги, вокал, хор, кукловождение и сценбой, драма, и все проходится. У нас актеры работают и учатся, и на это все время находят. Мы играем 4 спектакля по 45 минут, и после спектакля мы, да, в день, до обеда 2, после обеда 2, и приходится иногда играть драматические спектакли, которые поставили недавно, вот, вечерние спектакли. Вечерние для взрослых. Мне хочется прям еще раз оставить вас, чтобы вы еще раз начитали вот этот текст, чтобы привезти домой и сказать, да, ребята, 4 спектакля норма, еще тренинги, танцы Да. А и у нас так далее, у и нас так далее. там Для наших просто- актеров. Есть время, когда мы занимаемся, а есть время, когда играем. Если у нас там забитые зрители, мы отменяем пока вокал и играем для зрителя. Но работайте с утра до вечера. С утра до вечера. А такие шикарные здания есть, как наш театр? Нет, Да. Нет, такого здания нет. мы Мы жили, да. Перезапишите, пожалуйста, этого
красивый молодой человек. Вас очень попрошу. Потому что Солидарно. Возьмите телефон и запишите. А я и говорю, что вот я попрошу это записать, потому что действительно, ну, у нас норма 3 спектакля, норма. Это норма, конечно, мы ее можем и перерабатывать, эту норму при желании. Просто, ну, как бы психология такая. Мы очень быстро начали много работать. Вы заметили? Но молодежь это не заметила, а вот кто поколение постарше, мы раньше все равно так интенсивно не работали, как сейчас. Кто сумел перестроиться, тот и получает эти бонусы, так сказать, по жизни, да? Кто действительно привык работать, постоянно работать. Некоторые даже прям скучали, что у меня так работали в те годы. А те, кто привык вот так вот работать, как раньше. Я помню, одна американка приезжала к нам в театр, сидела на диванчике, рассказывала через переводчика, и она сказала такую фразу в том числе: ну вы же все равно русские, так как мы не работаете. Мне было так обидно, потому что я патриот, но тем не менее я это все равно вынуждена была признать. А сейчас я сказала бы нет. Извините, и дома работаешь, и тут работаешь целыми днями. И коллектив, конечно, тоже интенсивно работает. Я могу, пожалуйста, так что это я для красного словца, конечно, не поймите плохого про наш коллектив. Вот, более того, что, видите, такая благотворительная деятельность очень мощная у нас, да? Ну вот, но тем не менее, очень быстро мы стали много работать. А для этого нужно еще не одно поколение, наверное, в таком же темпе продолжать, чтобы это стало привычкой, нормой жизни. Казахи, вот коллеги, эту привычку не потеряли. 7-часовое время, мы это время можем играть 5 спектаклей, или 6, или 3, или 2. Я даже вашу прям работу не делаю, прошу. Коллеги, я прошу прощения, что прерываю ваше общение, но я хотела бы спросить у журналистов, у нас есть еще вопросы? Вот, два слова. Пожалуйста. Не одно. Ну, вы знаете, вот, я сейчас слушала. Я прошу прощения, Людмила Дьяченко, режиссер Да, театра. я просто хотела сказать, что, во-первых, опять же, выразить благодарность, что действительно Навруз стал и для театра кукол. И действительно у нас проблем очень-очень много. И вот как ни странно, у меня стаж уже 50 лет с лишним, и вдруг я столько открываю нераскрытых, таких, как будто еще больше проблем поднимается. И вы знаете, вот просто одна фраза, что вот категория зрителя. Мне кажется, не зря он входит в категорию детских театров, наш театр, потому что дети, значит, вот они этот час, который воспринимают куклы, они выдерживают, а взрослые чаще они ограничиваются концертными номерами, и очень трудно, когда идет вот целиком спектакль. Начинаешь сам себя уговаривать или еще что-то. Бывают шедевры, про них мы не говорим, но это все сейчас еще зондируется, все равно это в большом поиске, и это тоже проблема, потому что когда-то нам говорили, если в спектакле там Анатолий Павлович 57 лет, то не может это быть в театре кукол. Это говорил Сергей Образцов. Сейчас и чайки, и, в общем, то есть вот эти формы поиска драматургического, они расширяются. И вы знаете, и есть интересные находки. Хотя многие люди с именами, там, регалиями, и как-то вот вроде с одной стороны говорят, что действительно удалось, а с другой стороны, нет, а все равно. То есть вот этот вот поиск зрителя, категории, я имею в виду зрительской, возрастной, поиск драматургии, это все. И оно дальше идет, оно тянет проблемы уже театра внутри. Какой должен быть актер? Мы всегда говорим, актер полифоничный, актер такой разный, и в первую очередь он должен все владеть этим живым планом. Почему вот идет в образовании живой план, там, кукольный план, а кукол систем море. Мы сейчас даже, и как раз мы говорили про системы, которые в одном спектакле, это было вульгарно, это было нехорошо, когда говорили, что эклектика. Понимаете, и говорят, как это идет вульгаризм, это сентиментальность, там нельзя было мелодекламацию использовать. То есть сейчас вот все рамки, чем интересен сегодняшний
День театра кукол тем, что все рамки раздвигаются. И, понимаете, и мы стоим, вот сейчас даже, когда вот нельзя конкретизировать вот эта тема, эта проблема, понимаете, получается, что все жанры хороши, кроме скучного. Так ведь, да? Да. И вот дай бог, чтобы вот эта тема и благодарность устроителям фестиваля и все, чтобы мы действительно как можно больше интересного говорили. Ну, на конференции говорили, а на практике делали. И вы знаете, вот даже уже сейчас, вот я для себя думаю, я раньше как профессионал, я же знаю, это нельзя, это неверно, это не годится, как правило дорожного движения. Оказывается, в Индии не знают правил движения и ездят как могут, и аварий меньше, чем у нас. Вот я бы желала, чтобы в наших театрах как можно сейчас вот такое время, и пришла неопытная молодежь, которая дерзает, пусть они в этом плане творят, дай бог, всем, да, классно. Оксана, значит, коллеги, Спасибо всем. если больше нет вопросов у вас, тогда позвольте мне поблагодарить моих коллег, поблагодарить вас за интерес к искусству театра кукол и поблагодарить Навруз, который позволил нам собраться вместе и поставил нас вровень со старшим братом, в кавычках, драматическим театром. Да. Спасибо большое. Что мы встретились. До новых встреч на Наврузе. Спасибо вам.